Абзирашәымазаат ҳаҭыр аҩызцәа, аҵара дырра азҿлымҳара аҭаны, агәцарак раҭаны, аҳәынҭқарра ахада, аминистрцәа реилазаара рахь иҟаиҵаз адҵақәа рҿынтәи аҵарадырра система иадҳәалоу адҵақәа иаҳа ихадароуп ҳәа иазгәаҭаны ааԥхьара ахьҳашәҭаз ҳәарада ишьҭышәхыз азҵаарақәа, иаҳзынашәышьҭыз азҵаарақәа ари кыр шықәса инеиԥынкыланы ҳажәлар ргәы иҵхо, ргәы иалоу, зыриашара зегьы ҳашьҭоу зҵаарақәоуп. Исходя из повестки, которая была представлена Министерству просвещения, с вашего позволения я прокомментирую важные моменты, важные направления системы образования в части поручений главы государства Бадры Зурабовича. Здесь было отмечено, что непрерывное повышение профессиональной компетенции педагогических кадров – это важное звено. Безусловно, мы это поддерживаем. Система образования – это самое главное, самое важное направление в строительстве государства. В системе образования главная фигура – это ученик, а ключевая – это учитель. Все тезисы выше обозначенные абсолютно верные. Учитель – это тот специалист, который занимается повышением квалификации, занимается учебой на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Потому что учитель – это тот человек, который непрерывно работает с постоянно меняющимся организмом. Не бывает такого, чтобы мы работали с одним и тем же поколением. Каждое поколение ставит свои задачи, с которыми мы должны справляться. А чтобы с ними справляться, учителя должны учиться. Учиться так, чтобы дорасти до уровня ученика. Поэтому в системе образования признана главная фигура – это ученик. Вся наша система, она зацикливается именно на ученике. Наша задача – создать все условия для того, чтобы его адаптировать к жизни, воспитать гражданина нашей страны. В этой части учитель всегда находится в непрерывном процессе обучения. Однако мир меняется, как я сказала, мы должны соответствовать современным требованиям. На протяжении последних лет достаточно активно улучшается материально-техническая база образовательных учреждений, что также подводит к тому, что мы должны обучать наших учителей. Министерство просвещения непрерывно все эти годы проводит курсы повышения квалификации педагогических кадров. В этой части мы работаем в партнерстве с нашим национальным вузом. Я хочу это с гордостью отметить, и Министерство просвещения делает большой акцент на Центр повышения квалификации при Абхазском государственном университете. Есть предметы, которые преподаватели, преподающие определенные предметы, проходить курсы повышения эффективно могут проходить именно здесь, потому что есть свои национальные особенности нашей страны, поэтому мы к этому относимся очень ответственно. Здесь же в этой части хотела бы сказать, что вот на протяжении нескольких лет готовился долгожданный учебник географии Абхазии. Мне кажется, здесь действительно не переоценить значимость этого предмета и нового учебника. Учебник вышел сейчас, в этом учебном году, и мы в этом году запланировали курсы повышения квалификации учителей, преподающих данный предмет, на базе Абхазского госуниверситета, потому что авторы данного учебника – это наши с вами коллеги, преподаватели Абхазского государственного университета. Здесь также мы сотрудничаем с коллегами из Российской Федерации в части повышения квалификации. Ада Алексеевна знает, мы продолжаем партнерские взаимоотношения, активные
с Северокавказским федеральным университетом, это базовый университет. Мы продолжаем взаимодействие с Армавирским университетом и планово, согласно утвержденному графику, все эти курсы мы проходим. Также, как я сказала выше, мир очень активно меняется, где-то мы не успеваем, в этой части этот разрыв и происходит от того, что молодое поколение быстро может меняться, а более старшее поколение догоняет его. В этой части Министерство просвещения готовится к пилотному проекту внедрения электронной школы. Как бы осторожно мы к этому вопросу не относились, в какой-то части даже какой-то страх, даже если мы испытываем педагогическое сообщество, необходимость в этом, она очевидна. Она очевидна. Электронная школа должна заговорить на абхазском языке. Электронную школу мы планируем ввести на базе одной из школ города Сухуми, это подведомственное Министерство просвещения школа, а дальше мы рассчитываем это развивать. В части того, что значит, учитель, он должен гордо носить это звание педагога. И в части того, что мы сегодня испытываем колоссальный кадровый дефицит педагогический, безусловно, здесь было правильно сказано, это и уровень заработной платы. Вот в этой части я вот в своих выступлениях часто говорю и очень часто хочу еще больше об этом говорить. Мне бы хотелось, чтобы все наше общество пришло к тому, что педагог – это уважаемый человек в стране. Это самый главный человек в стране, который формирует будущее нашего государства. Когда ребенок приходит домой и от родителей он слышит, что педагог – это самое важное звено в государстве, если он это услышит в магазине, на улице и везде, мы сформируем уважительное отношение к педагогу. Ответственно хочу сказать, что в какой-то степени отток педагогических кадров происходит не из-за низкой заработной платы, а именно из-за отношения. Если вот мы посмотрим, я как практик могу вам сказать, что мы довели до такой степени, что позволили каждому оценивать педагога. Тем самым я не хочу сказать, что нет проблем с уровнем знаний среди педагогической среды, но понимая, что это ключевое звено в строительстве государства, мне очень хотелось бы, чтобы наше общество объединились в этом вопросе в части уважительного отношения к педагогу и к тому, чтобы мы все вместе подняли статус педагога. Мне кажется, у меня не субъективное отношение, не субъективное мнение, потому что я отношусь к числу, к среде педагогов. Мне кажется, что это абсолютно объективно, это наше будущее. Они воспитывают детей, которые завтра будут поднимать наше государство. Ну и материальная мотивация, финансовая, конечно, ее никто не отменяет. Далее хотела бы также остановиться на том, что было сказано о системе образования, о законе тоже немножечко хочу сказать. В целом о системе образования. Важнейшим направлением системы образования, так же, как и было отмечено главой нашего государства, остается воспитательное направление. Ни в коем случае неправильно разделять образовательную часть и воспитательную, особенно в наших условиях. И вопросы языка, и вопросы самоидентичности, в условиях, опять-таки, быстро меняющегося мира, в условиях масштабов нашей страны и нашего народа, очевидно, что нам нужно что-то делать для того, чтобы разбудить этот внутренний код, направить наших детей на то, что сформировать в них твердую, четкую гражданскую позицию. В этой части готовятся, уже практически завершены подготовительные работы
по новой воспитательной программе. Я немножечко хочу на этом остановиться, потому что мы об этом говорим с начала учебного года. Знаю, что очень много вопросов возникает, и эти вопросы в принципе не пугают, потому что все новое всегда связано с вопросами. Оно и хорошо, если возникают вопросы, обсуждая их, мы правильные пути и найдем. Если говорить о том, что не слишком ли смело на себя взять ответственность сегодня, вводить воспитательную программу, фундаментом которого мы называем Апсора, конечно, это очень смело, но и признавая то, что у нас серьезные проблемы есть в этом направлении, просто продолжать ничего не делать, мне кажется, это еще хуже. Поэтому мы взялись вместе с Институтом педагогики за то, чтобы подготовить новую воспитательную программу. Сама программа состоит из нескольких компонентов. Это исторический, культурный и традиционный компонент. И это ни в коем случае не говорит о том, что в школе учителя не дорабатывают, либо не говорят об этом. Конечно, говорят, но абсолютно я убеждена в том, что дети наши, подростки, они нуждаются в этой информации. Им это хочется знать, они хотят это знать на самом деле, и тяга к корням, к историческим корням, с этим ничего не сделаешь, потому что это гены, гены это великая вещь. Но проблема в том, что мы в какой-то период потеряли вот эту связь. Вот этот элемент воспитательный, он всегда формировался в доме. Мне кажется, вот в послевоенный период, когда немножечко ценности поменялись, когда большей частью люди были семьи, их внимание было сконцентрировано на выживании, мы этот момент упустили, а выросло-то целое поколение детей, поколение людей. И вот с этими вопросами, эти вопросы у детей они остаются без ответа дома, потому что современные родители этого не знают. А то, что дает школа, этого не хватает. Просто хочу обратить внимание, когда мы с нашими детьми выезжаем в тот же этнопарк, как большая часть из них не знают родного языка, хочу обратить на это внимание. Они не знают родного языка, но когда они соприкасаются со своей традиционной культурой, с бытом, их туда тянет, им это интересно, это невозможно не заметить, педагоги не дадут соврать, они это видят, они это знают. Считаю, что сегодня самое главное направление, которое мы не должны упустить, а упущено очень много, это воспитательный элемент, которому мы должны уделить особое внимание, если мы дальше собираемся строить твердое абхазское государство. В этом плане работа будет продолжена. Также хочу сказать о том, что уже 37 молодых людей заявили желание быть наставниками в школе. Мы готовим программы, тема будет согласована и с Академией наук Республики Абхазия, и с АБИГИ, Министерство просвещения, Институт педагогики совместно. То, что упускаем мы, увидит кто-то другой. Здесь не стоит задача сделать лучше, чем кто-то. Здесь стоит задача сделать правильно, потому что это касается нас всех. Очень правильно была отмечена проблема сельских школ. Здесь ситуация достаточно сложная. Однозначная позиция Министерства просвещения: сельские школы закрывать нельзя. Но мы наблюдаем большой отток. И знаете, в каждом селе ситуация разная. Сейчас приведу вот несколько примеров. Село Куланарха, у нас 2 школы там, и обе неполные. 47 детей из этого села охвачены образованием, охвачены дошкольным образованием в городе, потому что садика нету. Какое у нас предложение? Глава государства поддерживает это предложение. При школе открыть одну группу садика, хотя бы одну группу. К чему это приведет? С чем мы также сталкиваемся в разговоре с родителями? Когда родители молодые, работающие, они уезжают в город и с собой забирают ребенка. Он там к коллективу привыкает, и потом им тяжело уже в 1 класс даже в свое село отдавать, потому что здесь у него уже сформировался коллектив.
Если в селе, при школе хотя бы одну группу мы сможем открыть, здесь сформируется этот коллектив, и здесь эти дети останутся. В части того, что да, мы испытываем очень большой кадровый дефицит, и мы вынуждены, мы принимаем это как факт, то, что учителя некоторые преподают несколько предметов. Мы разговаривали с нашими коллегами тоже из разных регионов России. Такая практика во многих регионах России наблюдается. И есть разные практики. Мы такую практику в Гагарском районе применяли, классы-комплекты. Для малокомплектных школ мы готовим тоже такое предложение. Для малокомплектных школ 2-3 классы, 3-4 классы в зависимости от количества детей, где сколько детей находится, объединять. А также переподготовка имеющихся педагогов. Новых мы из реалий же нужно исходить, из тех кадров, которые мы имеем, чтобы сохранить школу в селе, переподготовку педагогов для того, чтобы они могли преподавать несколько предметов, и чтобы не оставались вакансии, хотя все равно у нас остаются вакансии в образовательных учреждениях. Президент поручил разработать программу «Сельский учитель». Мы, безусловно, над этим будем предметно работать. Мы принимаем с благодарностью ваше предложение быть полезными. Кто бы это ни был, мы открыты для диалога, для взаимодействия. Сельский учитель здесь, наверное, просто предложением повысить заработную плату для учителя сельской школы мы, естественно, не обойдемся. Здесь нужно будет реальные программные шаги предлагать. В части государственного языка здесь также немножечко скажу о том, что когда я еще была школьницей, это было достаточно давно, я помню реакцию моих учителей, которые панически говорили о том, что вот мы теряем язык. Я очень хорошо запомнила эту реакцию моих учителей. Я помню, когда мы принимали учащихся в первые классы, будучи уже руководителем образовательного учреждения, когда мы делили детей, говорящий, не говорящий. Мы сегодня дошли до того, что нам делить уже некого. Мы сейчас уже говорим понимающий и непонимающий. То есть я помню множество программ. Если, честно говоря, проследить за расходами бюджета, немалую работу в части финансирования государство провело по вопросу сохранения языка, по поддержке программ для сохранения государственного языка, но это малоэффективно. Здесь я не берусь оценивать, почему так произошло, я не смогу дать объективную оценку этому, но понимание то, что что-то с этим все равно надо делать, мы же не можем так просто на это смотреть. Наше мнение Министерства просвещения в этой части таково, что нужно брать с малых лет садики, нужно укреплять детские сады. Годами ранее была подготовлена программа для детских садов в Республике Абхазия. Данная программа, она не была утверждена Министерством просвещения, мы утвердили эту программу, считая ее эффективной программой. Она направлена на общее развитие ребенка, соответственно, его возрасту. Это для дошкольных образовательных учреждений, соответственно, для абхазских детских садов она на абхазском языке, а для секторов там тоже есть но этого тоже недостаточно. Этого тоже мало в связи с той ситуацией, которую мы имеем. Они не говорят. В 3 года у нас и так есть проблемы с задержкой речи. А тех детей, которые говорят, приводят, они не разговаривают на абхазском языке. А те единицы, которых мы принимаем разговаривающими, они попадают в среду русскоязычных детей и тоже перестают разговаривать. Здесь, на наш взгляд, нужно увеличивать время, увеличивать, языковое погружение ребенка, чтобы он не просто слышал язык, а чтобы он и повторял яхауи тиху.
Вот в этой части также мы готовим предложение главе государства, чтобы мы на нескольких детских садах опробируем аудиосуфлирование, короткие рассказы, соответственно, их возрасту, чтобы оборудование подготовить, там, соответственно, методики 4-6 минут, сколько положено ребенку, он надевает наушники, все, что он слышит, он повторяет, и вот это, чтобы продолжалось там в течение дня несколько раз. Я думаю, что это тоже чему-то поможет. Однозначно, чем раньше мы плотно займемся языком, тем больше эффекта это принесет. Ну и, соответственно, содержание учебников, это же все линейка, это же все дошкольное образовательное учреждение, подготовительные классы, первый и далее. Это все линейка, оно одно должно перетекать в другое. И все должно быть бесшовно и гармонично переходить для того, чтобы, если мы главную цель ставим, чтобы ребенок выучил язык. И программный материал учебников начальной школы все-таки, учитывая, какого ребенка мы сегодня имеем, под него надо пересмотреть. Под него. А от того, что там мы будем говорить, друг друга обманывать, это ни к чему не приведет. Мы должны подвести к тому ученику, которого мы сегодня действительно имеем. И в этой части тоже пересмотр содержания учебников нами планируется. И два слова по поводу учебника «История Абхазии». Это важный шаг. Нас, преподавателей истории, очень давно беспокоит, волнует тот факт, что отдельным предметом история нашего государства, идеология нашей страны, где формируется, у нас не ведется. Это очень задевает педагога, если честно. В рамках предмета «Всеобщая история» мы преподаем историю своего государства. Президент дал поручение разработать учебник, разделенный по периодам с 5 по 9 класс, с 9, там, с 10, 11, соответственно, отдельно. Безусловно, я очень сильно рассчитывала на Станислава Засимовича Лакоба в этой части. Мы потеряли глыбу исторической науки. Сегодня мне, конечно, сложно сказать, насколько тяжелее станет для нас выполнение этой задачи, но выполнить ее надо. Мы должны это сделать. И в части того, что мы видим тоже необходимость перевода ряда дисциплин, не всех, нескольких дисциплин на абхазский язык, это должно идти параллельно. История Абхазии, география Абхазии – это те предметы, которые спокойно можно переводить на абхазский язык, когда вот эту линейку детей мы уже подведем, которые смогут осваивать этот материал на родном языке. И два слова, с вашего позволения, скажу относительно закона об образовании, потому что из поручений президента этот вопрос на первом месте, это необходимость, давно назревшая. Значит, проект закона об образовании, он готовится. Проект закона состоит из 9 глав. Именно сам проект мы направляли уже в местные органы госуправления. Мы направляли районным отделам образования. Мы получили заключение, значит, ведомств государственных. Мы получили заключение Абхазского госуниверситета относительно проекта. Не говорим о том, что он достаточно подготовлен пока, но в части дальнейшей работы очень рассчитываем на коллег из законодательной власти. Сегодня я думала увидеть тоже коллег из законодательной власти. Надеемся на то, что мы переговаривали уже об этом и в самое ближайшее время планируем предметно обсудить, обговорить уже точечно тот проект, который мы имеем. Данный проект, который планируем представить Кабинету министров, а далее президенту, он определяет правовое положение участников
отношений. Это и органы государственного управления, это администрация образовательных учреждений, это статус педагогических работников и учащихся, соответственно, в том числе их законных представителей. Но при этом проект закона об образовании регламентирует деятельность всех образовательных организаций, но предусматривает возможность введения исключений для ряда образовательных организаций отдельными нормативными правовыми актами, такие как Абхазский госуниверситет, Академия наук. Правки, рекомендации, которые были даны, в том числе и в этой части, были учтены в проекте, и далее мы планируем его представить Кабинету министров, как я сказала, далее мы готовы к обсуждению. И еще в заключении проект закона об образовании мы планируем направить также своим коллегам Северо-Кавказского федерального университета. Я думаю, что их опыт нам тоже не помешает. В течение определенного времени мы проведем предметную работу по обсуждению данного проекта. Спасибо большое.